Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сотни и сотни человек вчера приехали к администрации президента. Люди часами стояли на ледяном ветру, чтобы подать свой голос в защиту бездомных животных. Все понимают, чем закончится отмена закона о защите животных. Якутск, Астрахань покажутся мелочью на фоне всей страны. Итак, вот очередь в администрацию президента. С собачками даже пришли. Собачки пришли свой голос отдать за то, чтобы их не убивали. Нам всем надо было сюда с собаками, наверное, прийти. Очередь длится медленно, конечно. Говорят, по 15 минут на приемная президента. Кажется, вы долго стоите? Долго? Сколько? Часа два? А сколько? Уже почти 11 Да? Вы тоже там же стояли в конце? Поменьше. Поменьше, знаешь? Одно окно сказали работать. Одно окно? Вчера два. Ну, понятно. Чтобы меньше прошло народу, ясно. Все делается для народа. Это же не выборы в Думу наших слуг народа, поэтому можно и одно окно. Я не понимаю молчание блогеров, у кого сотни тысяч и даже миллионы подписчиков. Вернее, понимаю, но свое мнение высказывать не буду. В общем, простояла и я, как и многие, 4 часа, но так и не успела подать заявление. Отмена закона еще не состоялась. Поэтому вы можете приехать в будний день со вторника до субботы по этому адресу. Нас должно быть много, больше, чем живодеров. Только так мы сможем защитить беззащитных и не допустить миллионы убитых. Народу очень много, очень. Если бы принимали побыстрее, как на выборах, то народу было бы еще больше. Погода не очень теплая, все в шапках. Да, и да. Да, я буду. Да. Собачка замерзла. Конечно, в каменном мешке везде вон дома около приемной президента. Вот как хозяйка заботливо одевает. Надо же, какая забота. Супер. Ой, какое чудо. Это она так благодарит, да? Хорошо, мамка, ты меня одела. А то холодно ребенку совсем. Ой, какая умница. Ой, какая умница. Ой, шикарная. Ой, какая шикарная. А то замерзла совсем. Девочка замерзла. Ой, она даже без поводка. Вау. Ой, что мамка меня за хвост схватила? А вот еще пришла девочка. Тоже сказать, что не надо меня убивать. Ой. Вот какая хорошая девочка. Ой. Все стоим, мерзнем. Солнце обманчивое, витрина. Холодно. Руки стынут. Это, в принципе, то же самое. Да. Ну вот, 4:30. Народ не успел пройти, двери закрыли. Двери закрыли, и мы не успели пройти. Вот народ пытается выяснить, как можно отправить еще и еще. Оль, пошлите тогда сейчас. Да. Вы Лара, да? Да, я Люда. Здравствуйте. Люда, какая Люда? Который белый кот приехал ко мне. А, Который
хулиганит, мой. царапает и дерется Ну с вот кошкой. вас фотографируем. Белый кот живет вот у Людмилы. А это Оля, у нее жила Еланка. И еще Кнопка. Да? А вы когда написали, А здесь живет Манечка. У Елены живет Манечка наша когда якутская. написали, я так прониклась, думаю, нет, надо ехать, надо. И кто, если я не поеду, другой не поедет. Так вот, А, сюда ты имеешь Да, в виду? да, да, Конечно. да. Но вы Да. тоже не успели. нет, вот сейчас продала туда в компанию, но я сейчас еще девчонок подключу, чтобы они... Будем. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, мы граждане Российской Федерации, жители города-героя Волгограда. Просим вас не подписывать законопроект, позволяющий регионам России самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Этот законопроект основан на субъективном мнении группы депутатов и глав регионов, в которых откровенно саботируется программа ОСВВ и федеральный закон от 27 декабря 2018 года номер 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Чтобы понять реальную картину проблемы с бездомными животными, необходимо провести объективную и независимую проверку контролирующими и надзорными органами реализации программы ОСВВ и сравнительный анализ во всех регионах России. Задайте вопрос чиновникам, почему в одних регионах программа работает, а в других нет? Созданы ли муниципальные приюты и осуществляют ли они свою деятельность в реальности, а не на бумаге? Как налажена работа по реализации программы ОСВВ в регионах? Как реализуется 498 федеральный закон в каждом конкретном регионе? Эвтаназия бездомных животных, которая предлагается этими главами регионов и депутатами, это нескончаемый конвейер убийства ни в чем не повинных животных. Улицы наших городов ежедневно пополняются выброшенными питомцами и ненужными пометами. Пока не будет введена обязательная стерилизация и регистрация домашних животных, этот конвейер смерти будет работать, пополняя карманы чиновников бюджетными средствами. Почему из-за безответственности, халатности, жадности людей должны страдать животные? Нельзя передавать полномочия регионам России самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Мы граждане этой страны. Мы голосовали за Конституцию Российской Федерации. И наша воля – это доброта и созидание. Мы хотим, чтобы наши дети росли в гуманном обществе. Мы за жизни человечества. Мы против возврата к убийству животных. А теперь наши новости. А к больной пироплазмозом Хальде присоединилась и Линда. Неудивительно, собаки были привязаны к дереву, и на них набросились клещи. Вот так и погибают выброшенные в лес животные. Лечение в клинике недешевое, каждый день капельницы. Пожалуйста, друзья, помогайте оплачивать лечение подруг по несчастью. Нам без вас не справиться, ведь они тоже хотят жить. Что касается вербы, ее анализы в выходные были не очень хорошие. Надеемся, что врачи помогут вербе выжить. Старая загноившаяся глубокая рана и пироплазмоз. Мы с вами делаем, что можем. Прошу подписывать вашу помощь для вербы, чтобы присылать поступившие средства Вере, куратору этой бедолаги. Настрадавшийся наш мальчишка Робин. Мы с вами и врачи сотворили чудо. Посмотрите, как наш мальчик радуется жизни. Он счастлив. Он понял, что снова можно пользоваться ножкой, что можно даже бегать.
А ночью приехала Берта. Она тоже счастлива, что уже не надо прятаться, что есть еда. И сейчас Берта знакомится с другими питомцами на передержке. Но ее уже хвалят, называют характер золотым. Замечательная девчушка. Пасечка ты моя клепасечка. Ой, девчонки, какие ласковые. Да. Да? Ты маленькая собачка, красивая, хорошенькая такая. Да, зубки у тебя какие хорошие. Да. Да. Бирочка была у тебя. Конечно же, и Робину, и Берте нужна семья. Берта крошечная малышка, 13 килограммчиков всего, очень ласковая, послушная. Идеальный вариант для квартиры. Присмотритесь к ней. Мы рады приветствовать новых подписчиков. Напоминаю, что у нас есть второй канал с приветами из дома. Это итог нашего с вами спасения. И смотреть счастливые мордахи – большое удовольствие. Переходите, подписывайтесь и радуйтесь вместе с нами. Вот такие новости, друзья. Все как обычно. Кого-то лечим, кого-то стерилизуем, кого-то готовим к отправке в семью. Обработки от клещей, прививки. У нас больше 200 хвостиков. И это значит, что нам постоянно, ежедневно нужна ваша помощь.